В эфире новости IT. 20-й юбилейный выпуск, и, как повелось, каждую 10-ю программу мы делаем тематической. В этот раз коснемся тем улучшения и упрощения жизни с помощью современных гаджетов и сервисов. Поэтому сегодня эта программа о технологиях, инновациях и том, что меняет нашу жизнь уже сегодня. Поехали! Стартуем с гаджета, который упрощает жизнь верующим. Ватикан запустил в продажу умные четки с крестом, которые помогают правильно молиться. Подопечные Папы Римского тем самым хотят приобщить к вере современную и технологичную молодежь. Электронные четки Е-Росари состоят из 10 бусин и умного креста, в котором и хранится вся информация. Девайс нужен, чтобы отслеживать свой прогресс по молитвам Розария. Это набор молитв, которые нужно зачитывать в определенном порядке, перебирая бусинки. То есть в течение дня читаешь молитву и перебираешь четки пальцами, затем к концу дня подносишь крест к смартфону. Он, видимо, посредством NFC сгружает это в приложение, и там отражается, сколько раз ты молился за день. Видишь, Иов по-прежнему возносит мне хвалы. Что, еще? А вот и нет, не все. Далее приложение дает подсказки. Достаточно ли ты взывал к Богу или стоит это делать почаще? Также авторы обещают в нем кучу религиозного контента, который подстраивается под интересы пользователя. Приятным бонусом станет и то, что Е-Росари могут работать и как фитнес-браслет. То есть можно отслеживать не только прогресс в молитвах, но и в своей физической активности. А далее о том, как человек, подобно создателю, пытается сотворить нечто по образу и подобию своему. Робот Digit научился перетаскивать коробки с места на место. В новой версии инженеры компании Agility Robotics доработали конструкцию ног и добавили возможность управления креном. Теперь у него получается сохранять равновесие, стоя на одной ноге и не переступая, если кто-то его толкает в бок. Ноги человекоподобного робота состоят из двух частей и выгнуты назад. На месте головы лидар, чтобы сканировать все, что происходит вокруг. В новой версии этот датчик вместе с 4 камерами глубины работает для отслеживания положения предметов, которые машина собирается схватить. Пока что Digit не умеет самостоятельно прокладывать маршрут, с этим ему помогают инженеры. А вот захватывает и аккуратно опускает груз он самостоятельно. Датчиков, в принципе, достаточно, чтобы научить его обходить препятствия. Скорее всего, это реализует в ближайшем будущем, тогда он станет полностью автономным. Так ты же рассказывал в одном из выпусков, что уже есть робот, который кувыркается или что-то там делает. Зачем его опять вставлять в программу эту? Того робота разрабатывают как эксперимент, чтобы показать, что они вообще могут, каков их предел возможностей. Плюс ко всему ту корпорацию поддерживает, насколько есть информация, государства. А это частная компания, они будут ставить этих роботов на поток и внедрять в нашу повседневную жизнь. Так это получается, что скоро они вообще полностью заменят людей, и мы начнем терять работу? Но вот если ты и дальше будешь вставлять свои реплики поперек выпуска, то тоже одного такого закупим и поставим вместо тебя. Тем более ждать тут осталось вообще недолго. Это уже вторая версия человекоподобной машины. В следующей, третьей по счету, больших изменений в плане конструкции не будет. Инженеры сделают упор на доработки недостатков. И вот тогда она уже пойдет в продажу. В планах это произойдет уже в следующем году. Чё-то, мне кажется, совсем мало осталось работать. Сбербанк и Microsoft решили вместе разрабатывать роботов для банковской сферы. Это первое соглашение оконной компании с российскими организациями. Партнеры будут работать над ловкостью машин. Постараются научить их взаимодействовать с предметами так же умело, как это делает человек. Первым совместным проектом станет устройство для подсчета монет. Система состоит из камеры, хватательного аппарата и манипулятора. Она упростит разгрузку монет и в целом увеличит эффективность работы Сбербанка. Все исследования будут реализовывать на основе разработок лаборатории Сбербанка, а также и платформы Microsoft. При этом работа будет проходить в центре окончиков в США. Готовые решения российский зеленый кредитор планирует использовать и в других проектах. Например, компания уже тестирует беспилотники для доставки денег и роботов, которые развозят почту.
Роботы будут анализировать и пермских школьников. В частности, машины будут запрограммированы на распознавание эмоций. И это не когда-то там, а уже в конце ноября. Роботизированная система должна выявлять агрессивных детей и предотвращать ЧП. Подростков будут постоянно снимать на уроках через камеры, изначально установленные для единого госэкзамена, с включенной системой распознавания эмоций. Если она заметит, что кто-то из учеников слишком часто проявляет агрессию, то сообщит школьному психологу. По мнению чиновников, система таким образом предотвращает случаи вроде прошлогодней резни с одной из пермских школ. Многие родители согласны с такой инициативой, но разрешение на видеонаблюдение за ребенком дали пока не все. А если подобные умные системы установлены у вас дома, то об этом непременно нужно предупреждать гостей. Вице-президент Google недавно сделал заявление касаемо систем умного дома. Обязательным ее атрибутом служит голосовой помощник, который в постоянном режиме слушает ваш голос. И неважно, обращаетесь вы к нему или нет, он все равно будет анализировать и, следовательно, записывать вашу речь, чтобы суметь в нужный момент отреагировать на команды. Так вот, в Гугле считают, что обязательно необходимо предупреждать гостей, если в доме есть умные колонки. В последнее время СМИ часто поднимают вопрос прослушки через домашние устройства. По мнению руководства корпорации «Добра», для любых технологий очень важно думать обо всех пользователях. Мы должны учитывать не только себя, но и тех, кто может быть рядом. Вероятно, и сами продукты должны как-то предупреждать об этом, к примеру, извещать при входе в дом. Законодательно это пока нигде не закреплено, но, как сказал вице-президент компании, предупреждение о записи разговоров должно стать правилом хорошего тона. А как с системами «Умный дом», да и прочими технологиями, упрощающими нашу жизнь, обстоят дела в Якутске, узнаем у директора компании развития интернет-вещей. Мы работаем в области интернет-вещей. Эта технология появилась буквально недавно, где-то 3-4 года назад. Мы за 2 года накопили уже достаточно большой опыт в этой области. И мы можем практически разработать любое устройство, написать программное обеспечение под нужды заказчика. И у нас есть даже патент. То есть программисты свои? Да, конечно. И у нас есть патент на изобретение тоже в области интернет-вещей. Что входит в интернет-вещи в вашем понимании, в вашей программе? Ну, если говорить про интернет-вещей, некоторые думают, что это холодильник, который может самостоятельно выходить. Чаще это умный дом, Да, скорее да. имеется в виду. Но на самом деле это межмашинное взаимодействие, которое работает по технологии LP1. Если дословно переводить, то это устройство, имеющее низкое электропотребление и работающее на дальнее расстояние. То есть на открытой местности, в сельской местности это может доходить до 15 километров, а в городе 3-4 километра. То есть, по сути, это может быть все, что угодно, полезное для того или иного быта, просто работающее на расстоянии и передающее сигнал. Да. Серверная база где находится? У нас здесь в Якутске? Да, здесь в Якутске у нас. Мы в Якутске также развернули сеть, то есть практически в любой точке города мы можем подключить наше устройство. Но вы с собой принесли сегодня свои приборы. Давайте пройдемся по очереди и расскажем поподробнее. Ну, вот здесь вот представлены системы сигнализации. Это вот охранный датчик, датчик противопожарный, счетчик воды. Кроме того, у нас существуют счетчики газа, счетчики электричества. И вот такое, допустим, устройство, которое устанавливается в мусорный бак и может при заполнении бака передавать сигнал о том, что его необходимо уже опустошить. То есть это уже система «Умный дом», «Умный город». Кроме того, мы разработали собственное устройство, на которое имеем патент. Оно имеет вот такой вот небольшой размер и небольшой вес. Его можно носить с собой, установить в автомобиле или установить, допустим, на беспилотный летательный аппарат. Это очень удобная вещь. Она, конечно, прежде всего предназначена для тех людей, которые работают в тайге, в тундре, в условиях, когда нет сотовой связи, спутниковой связи. Для рыбаков, охотников, вахтовиков, оленеводов. То есть она обеспечивает связь на дальних расстояниях? Она помогает мониторить датчики на расстоянии до 10-15 километров. Допустим, вот существует трекер, который выдается человеку, либо вешается на оленя,
И можно с помощью вот этого устройства с точностью до нескольких метров определить местонахождение этого человека. Это очень актуально, потому что у нас в Якутии очень часто люди пропадают, и на поиски задействуют большие ресурсы, вертолеты. А здесь поисковая группа может вот с таким устройством легко найти местонахождение человека. Где их разрабатывают, где их создают? Вообще стандарт интернета вещей подразумевает радиомодуль. И любой разработчик, который захочет разработать устройство под свои нужды, может использовать этот радиомодуль и микроконтроллер. Мы, в частности, тоже уже умеем разрабатывать устройства собственные, можем разрабатывать базовые станции и собирать их. Имеется сервер сети и сервер приложений. Сервер сети объединяет на физическом уровне все вот эти датчики, а сервер приложений, он уже позволяет непосредственно клиенту управлять, допустим, там, посмотреть, какая температура у него на даче, там, в гараже, в котельной, либо включить удаленно насос или какой-то любой другой электроприбор. Вы наверняка знакомы с нашими резидентами технопарка Якутии, IT-парка. Как вы считаете, у нас в рамках нашего региона возможно производить такое оборудование, чтобы вы, грубо говоря, отвечали за программное обеспечение, а наши местные разработчики делали подобное оборудование? Да, конечно. Я считаю, что это мы как раз пытаемся сотрудничать со многими компаниями IT-парка в этом направлении, чтобы они, допустим, могли под собственные какие-то задачи применять вот эту технологию. Сейчас в России проводится конкурс «Одиссея». Это конкурс спасательных технологий. Было заявлено 130 команд, и в финал прошло 4 команды. Это были из Санкт-Петербурга, с Москвы и из Якутии. Команда «Находка» под руководством Николая Александровича Находкина. Мы предоставили свое техническое решение и программное обеспечение. И вот наша команда успешно прошла все испытания и выступила в финале. Сейчас мы работаем над разработкой платформы, потому что большая проблема сейчас в том, что разные производители имеют собственное программное обеспечение. И невозможно объединить в одну систему датчики разных производителей. И сейчас мы где-то в конце ноября уже должны предоставить уже такую вот платформу, которая сможет мониторить и китайские датчики, и российские, и европейских производителей. То есть унифицировать все это дело? Все это будет унифицировано, да. На этом выпуск подошел к концу. Повтор его найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ру. Оставляйте свои комментарии. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.